Ингушский язык – это не просто слова и грамматика, это целая система, отражающая уникальное мировоззрение народа, его историю, традиции и культуру. Он связывает нас с корнями предков, передает опыт поколений и хранит в себе богатый культурный пласт. Как же сохранить этот язык в современном мире? Эксперты говорят, это можно сделать через семейное воспитание, языковые курсы, поддержку образовательных программ на ингушском языке. С уходом языка уходит и наш менталитет, наши традиции, наши обычаи. Я думаю, это люди понимают это сейчас, но тем не менее продолжают. И дома, да, все дети говорят только на русском языке. Думаю, изначально это идет из семьи, потому что воспитанием-то занимаются непосредственно дома. Да, в школах, в детских садах, возможно, говорят на русском, но это не причина, чтобы твой ребенок полностью перешел на русский язык. Надо как-то прививать любовь, не знаю, как-то. Вот тот же самый фольклор, он же, если ты будешь своему ребенку рассказывать сказки на ночь на ингушском языке, какие-то книжки читать ему, у нас же есть и для детей есть литература. Поэтому надо над этим работать, а не просто говорить, что да, наш язык уходит, дети почему-то говорят. Просто говорить этого мало, надо как-то действовать. Ингушский язык является основой. Без сохранения языка рискует исчезнуть и часть нашей культурной идентичности. Он отражает нашу уникальность как народа и играет важнейшую роль в сохранении истории, традиций и культурных ценностей. В первую очередь родители должны быть заинтересованы в том, чтобы их ребенок говорил на ингушском языке, потому что когда он вырастет, если он не знает ингушского языка, на мой взгляд, он не будет ингушом. Мне так кажется, я не знаю, может кто-то со мной не согласится, но если он не сможет, если он не знает ингушского языка, он не сможет соблюдать все традиции, все обычаи нашего народа. А это уже не делает его ингушом. Язык – это определяющий фактор национального самосознания. Его сохранение является обязательным условием сохранения самого народа. Родителям больше в первую очередь самим любить свой язык. Потому что я знаю, что и родители есть, которые не любят свой язык. Ну, я не знаю, не любят, это может неправильное слово, но есть, которые не говорят на нем. Если бы они любили его, мне кажется, они говорили чаще, говорили, старались бы хотя бы. Поэтому родители в первую очередь должны сами. А какой мы пример подаем, так то дети и воспринимают. Им мало говорить, детям нужно показывать, поэтому надо с себя начинать. А потом уже, да, если не получается, даже если после этого как-то ребенок не хочет, надо уже, не знаю, какие-то, как я уже сказала ранее, какие-то сказки, мультики. Сейчас же есть это все. Есть люди, которые работают с этим. Спасибо им, конечно, большое. Есть на общественных началах, которые работают, да, мы с вами знаем это. Вот стараться как-то больше уделять времени, уделять больше внимания, а не оставлять так на самотек. Ингушский язык в соответствии с информацией ЮНЕСКО, содержащейся в атласе языков мира, находящихся в опасности, отнесен к уязвимым. Это значит, что если молодые поколения перестанут говорить на нем, как на родном языке, он перейдет в категорию исчезающих языков. А это почти всегда уже необратимая стадия.